президентом Чеченской Республики Джохаром Дудаевым, которая состоялась по телефону в четверг. И пусть сами радиослушатели сделают выводы из этого интервью. Господин президент, Умар Артурханов, глава оппозиционного Временного совета, заявил, что большинство населения крупнейших районов Чечни поддерживает его Временный совет. Соответствует ли это заявление действительности и какова ситуация в Чечне на данный момент? Во-первых, заявление подобного рода – это плод больного воображения параноика. Такой же совет они могли бы создать и заявить себя президентом России или императором Японии. В Чеченской Республике все в порядке. Это наша забота, это наше внутреннее дело. И если нам понадобится извне помощь для наведения порядка, то мы обязательно к кому-нибудь обратимся. А кого конкретно вы имеете в виду? Если такая помощь понадобится, мы обратимся туда, где ее окажут. Господин президент, скажите, пожалуйста, какие действия намерено предпринять руководство Чеченской Республики в случае возникновения вооруженных конфликтов или тем паче вмешательства российских войск? Это война. Тогда мы собираемся воевать. А какими силами? Силами народа. 300 лет воюющего. А какими можно еще силами, кроме как народом воевать? Скажите, пожалуйста, российское руководство предъявило целый список обвинений в адрес руководства Чечни. Среди этих обвинений превращение Чеченской Республики в убежище для преступников, в рассадник терроризма, в частности имеются в виду захваты заложников в Минводах, обвинения в грабежах поездов, проходящих через территорию Чеченской Республики, обвинения в нарушении прав человека, прав русскоязычного населения Чечни и так далее. Что вы можете ответить в ответ на эти обвинения? Неужели вы сами не можете ответить на ложь, клевету, шантаж, открытую, беззастенчивую политику российского руководства? Одно то, что в России заговорили о защите прав человека, кощунственно и убийственно должно быть, чтобы эти вопросы вообще не возникали. Возьмите, посмотрите документальные фильмы и съемки, которые говорят о защите прав России. Тысячи и тысяч убитых, зарезанных, разорванных, истерзанных и брошенных свиньям. И это Россия говорит о защите прав человека. Но если вам угодно верить, что говорит Москва, можете продолжать этой вере. У нас побывали десятки, а то и под сотню представителей разных пресс-служб, представителей прессы, иностранных государств. Они здесь видят другую картину. А Россия что льет? Просто льет на себя от беспомощности. Там идет сейчас глубинный процесс, взрывной процесс самой России. А причина – Чечня. Это для отвода глаз. И нынешним властям готовят через Чечню очередной удар и дестабилизацию самой России, которая не управляется внутренними проблемами. То есть, по-вашему, существует связь событий в Чечне или, скажем, вокруг Чечни с ситуацией в самой России? А вы пронаблюдайте за 3 года. Как только на Чечне отрабатывается вариант, испытали как на полигоне, и этот же вариант переносится в Россию. И вы не удивитесь, что если завтра Хасбулатов объявит себя президентом России, и оттуда пойдет, или Рудской, и оттуда пойдут внутренние процессы. А на нас просто пробуют. Управляются ли нынешние власти стоять на правовой основе, контролируют ли в России ситуацию высшие политические власти? А раз вседозволенность, ложь, насилие, террор в отношении, Чечни, и высшее политическое руководство не управляется ни с какими факторами, то уже дело подготовлено протянуть руку и для высшего политического руководства Москвы. Вот это вы увидите, в ближайшее время это произойдет. Господин президент, на днях вы выступили с заявлением о готовности встречи с российскими властями. Представители же российских властей, в частности, глава администрации российского президента Сергей Филатов, назвал такую встречу маловероятной, указав, что время для нее упущено по вине Чечни. И все-таки, если такая встреча бы состоялась, с какими предложениями вы пришли бы на нее? Я не болею от того, что с российскими нынешними властями я не встречаюсь. Но мы стояли и стоим на позициях, что встречи должны быть, и все наши вопросы на взаимовыгодных условиях, взаимоприемлемых, на равных разрешены за столом переговоров. От этого мы не отказывались, не отказываемся и не откажемся. Но методы, намазываем нам России, мы не приемлем быстрее, чем Филатов.
чтоб он не заявлял. Готовить нам теракты с убийством президента, а потом предлагать, вот где Дудаев сорвал переговорный процесс, время упущено. Упущено для России, для нас нет. Наш караван идет. Скажите, видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководителя? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И он не подлежит ни с кем обсуждению, ни тем более с российским руководством. Господин президент, вас не смущает зловещая аналогия чеченской ситуации с грузинской? В свое время президента Зиада Гамсахурдия, чья могила, кстати, находится в Грозном, обвиняли в авторитаризме. А сегодня оппозиция в Чечне обвиняет в этом же и президента Дудаева. Готовы ли вы выбить этот аргумент из рук оппозиции, пойдя на демократические выборы, досрочные выборы? Никогда я не пойду на горлопанство, и мне не допустят. Кстати, только вчера один полк в составе 3200 человек предъявили мне ультиматум, что если я еще заговорю о каких-то досрочных выборах, то они с меня потребуют, по какому праву выбор народа и волю народа я собираюсь изменить. Поэтому мне поставлены очень жесткие условия, чтобы я выборами и прочим не торговал ни с кем. Я выбран на определенный срок, и никаких досрочных выборов в Чеченской Республике не только быть не может, и даже не мыслится. Мы не слабонервные. Независимость Чеченской Республики, между тем, не признана ни одним государством мира, и формально Чеченская Республика, Чечня, является составной частью Российской Федерации. Это реальная действительность, которую вам, как политическому лидеру, вероятно, нельзя не брать за основу. Исходя из этой ситуации, каким вы видите путь к мирному разрешению проблемы, дабы избежать трагических коллизий? Реальную действительность вы искажаете, дорогие мои. Чеченская Республика признана и не одним государством, а всем миром. И мы заставим признать себя весь мир. Вот реальность действительно, а вы надуманную, якобы фактически является. По каким законам международного права вы причисляете нас авантюристически к какому-то мифическому союзу или с Россией, или с кем-то? Нет, я основываюсь на том, что в Организации Объединенных Наций нет пока такой республики, Чеченская Республика. И формально, я еще раз подчеркиваю это слово, формально на картах мира и в дипломатическом словаре Чечня входит в состав Российской Федерации. Когда вы говорите, что Чечня признана миром, что вы имеете в виду, пожалуйста? Я имею в виду заключенные межправительственные договоры, соглашения и признания взаимные. А то, что ООН не признает или кто-то там не признает, да нам такого признания и не надо, этого формального. Нам нужно действительное признание со своей экономикой, способностью оборонной защиты страны, мобилизационным ресурсом, способностью самостоятельно жить, которой мы уже 3 года живем. Вот что нам нужно, а не формальное признание. Так вот, формальность, которую признали 29 государств мира, Грузию, так его и продали, эту Грузию, цветущий край. Из 29 3 члена постоянных Совета Безопасности признали эту республику и государство. И что получили в ответ? И где это признание ООН и этих членов Совета Безопасности, которые пришли бандюги, цветущий край разорили, президента изгнали, сделали его козлом отпущения, избранного всенародно, со слезами на глазах у всего мира на демократических принципах. Вы нам это признание навязываете? Так мы плевали на такое признание с первого дня и отказываемся от таких формальных признаний. Господин президент, вы известны как человек отважный и смелый, и, видимо, вас лично не пугают возможные последствия развития ситуации в Чечне. Тем не менее, все-таки ситуация, видимо, очень сложная и опасная. Так вот, какой все-таки путь, по-вашему, можно избрать сейчас чеченскому руководству, чтобы избежать кровопролития? Значит, ситуация очень опасная для России. Для нас опасности никакой ситуации сейчас не представляет. Вы идите, послушайте. Здесь народ воочию, это вы оттуда нагнетаете нам опасную ситуацию и прочее.